Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаума дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Буквально на днях в Республике Башкортостан вновь произошел очередной межнациональный конфликт, который облетел всю Россию. Конкретно в одном из точек общепита, бывший Макдональдс, сейчас это называется «Вкусная точка», мать с ребенком кушала. К ним подошла какая-то русская женщина и начала требовать показать паспорт, говоря о том, что она мигрантка, что она здесь делает, езжай к себе на родину. Мать говорит: я башкирка, я нахожусь на своей родине. В ответ русская женщина начала угрожать, говорить, что я зарежу твоего ребенка. Мать снимала все это на видео. Это видео впоследствии вышло в одном из телеграм-каналов. Мне не страшно. А вам должно быть страшно. Да. Для начала. Понятно? Может, ты голодная? Нет. Не голодный. А то я бы вас угостила. Зачем? Ну, если вдруг вы голодная. Может, вы голодны, вас угостить. Вот кушаем, поэтому. Страна наша вас помнит. Ну, слушай там, где откуда ты приехала. Я башкирка. На родину. Я женщина-башкирка. Здесь, в Башкортостане. Я... Паспорт покажи. Зачем я тебе буду показывать? Ну вот это ваши зачем буду показывать? Поедешь домой. Уху! Оламайда. Я не спрашиваю, не буду. Освобождайте квартиру. Поняли? Кого я резать буду? Я твоего ребенка не пожалею. Не пожалею. Грибок появится, сука. Понятно? Видео облетело тут же всю республику, вызвало возмущение у башкир, у татар, потом облетело всю Россию. В одном только YouTube-канале Лиги свободных наций, в короткий рилс, об этом событии вышел короткий рилс, он набрал 800 тысяч просмотров за сутки буквально. Я зашел в этот телеграм-канал, где впервые вышло это видео, почитал комментарии, ну и в принципе был не удивлен. Башкиры и татары требовали, чтобы эту женщину, которая угрожала убить ребенка, привлекли к уголовной ответственности. Русские в ответ что пишут? Давайте не будем разжигать межнациональную рознь. Что вы, башкиры, все сразу начинаете? Мы же дружно жили всегда. Все хорошо. Скорее всего, эта женщина, мать, была в хиджабе. Для меня вообще вот эта вот фраза вообще удивила, вот этот комментарий. Как будто бы если женщина в хиджабе, то типа, можно теперь есть ножом угрожать ее ребенку и так далее. Приставать к ней. Вообще-то башкиры это мусульмане. И они тоже так же, многие из них носят хиджабы. Ничего в этом нет такого. Почему кто-то должен к ним приходить, требовать какие-то паспорта, еще и угрожать? Меня вообще это поражает. И русские как будто вот это находят в этом оправдание, что она была в хиджабе как будто бы. Но она на самом деле неизвестно, была она в хиджабе или неизвестно. Этого нету на видео. Она себя не снимала. Это башкирка. Некоторые начинают писать, что это скорее всего украинцы, это все фейк, это все постанова, это украинское цепсо. Очень удобная отмазка. Не было бы украинцев, не знаю, что бы придумали тогда. Но в любом случае, это не первый такой подобный случай. И опять, как бы башкиры и татары не требовали найти эту женщину и привлечь к уголовной ответственности, никакой реакции со стороны властей, со стороны правоохранительных органов нет. Ноль. Как только что-то происходит в отношении башкир, в отношении ислама, власть это игнорирует. Как только что-то происходит в отношении русских, тут же людей сажает. И я сейчас вам просто приведу примеры, которые произошли не каких-то там 5-10 лет назад, а буквально произошли вот буквально недавно. Чтобы вы поняли, что это не единичный случай, это система. Система, которая набирает, к сожалению, обороты. Давайте по фактам, только по Республике Башкортостан. Я не буду брать примеры, которые происходили в разных регионах Российской Федерации, где и убивали, мы знаем, и приставали также там, требуя паспорта и так далее, из-за нерусской внешности. Только Республика Башкортостан и только факты, конкретные факты. Итак, в 2023 году группа молодых людей шла по городу Уфа, по столице Республики Башкортостан вечером
кричала «Россия для русских» и вскидывала нацистские приветствия, ну, нацистские жесты вот эти, зиговавы, как говорят. Россия для русских! Москва для рабочих людей! Сказал, ошалеть, да? Что было с ними? Привлекли кого-нибудь к уголовной ответственности? Нет. С этими ребятами провели беседу, они извинились, на этом все. В принципе, возможно, так и надо было сделать. Я считаю, что, ну, ребят на первый раз можно простить и никого не привлекать к уголовной ответственности. Нормально. Но давайте просто отзеркалим. Если бы башкиры шли бы по Уфе, или даже не по Уфе, а по какому-нибудь русскому городу, там, не знаю, Нижний Новгород, по Москве шли бы с криками «Башкортостан для башкир» и вскидывали бы руку в нацистском приветствии, что было бы? 100%. Уголовная статья о разжигании межнациональной розни, статья о реабилитации нацизма. Все. Точно бы уголовные статьи были бы, привлекли бы к уголовной ответственности. Дальше, следующий случай. Конец 2023 года. Известный в Башкортостане блогер Арслан Нигаматьянов в одном из своих видео называет традиции башкир и татар ублюдскими. Так и прямо открыто сказал. Ублюдские традиции башкир и татар. Тюркские обычаи ублюдские. Я пойду на баррикады, я буду зубами рвать просто все ваши идеи и ваши националистические общества, но я не хочу, чтобы эта страна была Башкортостаном, отдельной страной с вашими ублюдскими традициями, вот этими деревенскими и прочими. Вот эти обычаи и древние традиции, значит, башкирского, татарского народа, да, вот это все тюркские обычаи, ублюдские просто тюркские обычаи. Это личный, кстати, блогер Радия Хабирова, главы Республики Башкортостан. Когда башкирская общественность возмутилась, потребовала привлечь к уголовной ответственности Арслана Нигаматьянова, полиция начала расследование по этому делу. В итоге его никакого уголовного дела, никакого суда, никакого штрафа, ничего не было, никаких извинений от него не было, ничего абсолютно не было. Все просто спустили на тормозах, сказали, что нечего, там никакого состава преступления нет, и все нормально. Вот, пожалуйста, случай вам. Если бы, отзеркаливаем, если бы какой-нибудь башкир в своем видео сказал бы, проживая в Республике Башкортостан, сказал бы о том, что у русских традиции ублюдские, все, 100% уголовная статья о разжигании межнациональной розни. Следующий случай. В 2024 году, в августе месяце, в городе Сибае, русская женщина Евстигнеева Екатерина на видео открыто оскорбляла башкир, называя их грязными, что она их ненавидит, что срать она хотела на башкир и так далее. Ненавижу башкир. Самые грязные люди это башкиряне. Даже умываться. Говорит, как самый чистый человек. Вообще моется, нет, воняет, как свинья. Свинья и лучше воняет, чем вид. Че ты меня фоткаешь? Я не фоткаю. Пусть фоткает себя, сфоткай, слышишь, башкирскую моду сфоткай, выложи в контакт. Давай, давай. Хватит национализма, нахуй. Ты чё, гонишь, что ли? На Или чё? похож. Зачем на нацию вообще на Понял? Не люблю. трогай больше. нацию? Потому что я башкиряк не люблю. Кому ты, что Не ли? люблю, я тебе сказала. Ясно? А меня почему не что ли? Ну ты наполовину, а тебе башкиряк. И чё, какая разница? Смотри, он обезьяну. Вторая он обезьяна, две обезьяны. Ты что ли, нахуй ты так делаешь? Я вообще я русская, мне срать на башкиряк. Я башкиряк. Что ты мне фоткаешь? Снимай, что ли? Что было в итоге? Ничего. Она потом принесла извинения на видео, и на этом все замяли. Хотя вызвало огромный резонанс. Люди требовали наказать ее. Ничего не было. Никто никого не наказал. Власть тоже никак не прокомментировала этот случай. Она, еще раз говорю, произнесла извинения на видеокамеру, и на этом все. И как будто бы вот на этом можно было поставить точку. Если бы кто-нибудь из башкир, точно так же, проживая в Республике Башкортостан,
сказал бы о русских, что они грязные животные, похожие на свиней, что они воняют и так далее, то есть все то, что говорила вот эта русская женщина, уголовная статья была бы 100%. Дальше. В 2025 году, в августе месяце, в городе Благовещенск, Республики Башкортостан, у нас тоже есть город Благовещенск, среди бела дня молодой человек подъехал к мечети и кинул бутылку с зажигательной смесью прямо в мечеть. Мечеть загорелась. Молодого человека поймали, и на этом все. Его не привлекли ни к уголовной ответственности, его никому не показали, и какие мотивы им двигали, кто его наускивал на это. Абсолютно ноль. Ни СМИ это не прокомментировало никак, ни правоохранительные органы никак не прокомментировали, ни власти республики никак не прокомментировали это событие. А событие неординарное, скажи, я вам, поджог мечети среди бела дня. Отзеркаливаем. Если бы какой-нибудь человек, башкир, татар, любой мусульманин, подъехал бы к церкви среди бела дня на велосипеде или там на скейт-доске, как этот молодой человек подъехал на скейтборде, по-моему, кинул бы бутылку с зажигательной смесью в церковь, все, уголовная статья за разжигание межконфессиональной розни, межнациональной розни и терроризм обеспечена была бы ему. Человек сел бы лет на 10. И это, вот я назвал только самые такие резонансные случаи за последние буквально пару лет. Помимо этого, буквально недавно в одном из городов Республики Башкортостан там надписи на России для русских на стенах пишут у нас в Республике Башкортостан. У нас вовсю идут различные русские марши, крестные ходы. Русская община просто чувствует себя вольготно здесь в Республике Башкортостан, открывая постоянно офис за офисом в разных городах нашего Башкортостана. Я точно знаю, что есть в Уфе. Они об этом открыто говорили, делали объявления. В Уфе открылся офис русской общины. Потом в Стерлитамаке открылся офис русской общины. Тоже сделали объявление. Потом в Салавате открылся офис русской общины. Тоже об этом сделали они заявление. И они поддерживаются непосредственно премьер-министром Республики Башкортостан Андреем Назаровым, который их спонсирует. Я напомню, что Андрей Назаров — это человек, который был ранее судим за изнасилование башкирки. А сейчас это один из богатейших людей России. И одновременно занимает должность премьер-министра Республики Башкортостан, председателем правительства является. И вот он, по сути, русский националист, русский нацист, человек, который поддерживает русскую общину открыто, спонсируя ее, оплачивая ей офисы, оплачивая спортзалы и так далее. Вот такие отношения у нас в Республике Башкортостан. В то же время, когда башкиры что-то делают, их тут же сажают. Давайте, либо применяют к ним какие-либо действия. Давайте тоже по фактам, чтобы не быть голословными. Итак, в 2021 году известная башкирская общественница Рамиля Саитова в одном из своих видео сказала о том, что призвала сносить незаконно установленные кресты в Республике Башкортостан. У нас действительно есть такая проблема в республике, что русские, православные, приезжают, любят ставить кресты на каких-либо местах. То есть где-то на горе, где-то на скале, где-то вдоль дороги. Просто приезжают и устанавливают кресты. Не спрашивая разрешения у местных властей, не спрашивая разрешения у местных жителей. Просто приезжают и устанавливают крест. Когда башкиры, татары, вообще мусульманский народ начинают возмущаться этим, пытаются снести этот крест, ликвидировать этот крест. Все, русские православные начинают поднимать крик о том, что вы разжигаете межнациональную, межконфессиональную рознь. Вы хотите стравить народы. Вы такие-сякие, плохие, нехорошие. Все, и уже невозможно этот крест снести. Просто невозможно. Только ты дотронешься до него, тебя тут же обвинят в разжигании межнациональной розни. Хотя крест установлен, еще раз говорю, незаконно. Рамиля Саитова призвала сносить именно незаконно установленные кресты. Она прям так и сказала, незаконно установленные кресты. Она не призывала сносить
храмы, она не призывала сносить церкви. Она сказала про незаконно установленные кресты. Что и с ней сделали? Посадили на 3 года колонии поселения. Реальный срок дали. Дальше. В 2024 году, где-то в апреле месяце, на одном из сходов в защиту башкирской земли выступил известный башкирский общественный деятель Фаиль Алсынов. Он сказал о том, что нужно защищать башкирскую землю от различных олигархов, от тех, кто разграбляет землю, уничтожает башкирскую природу. И он там произнес такие 2 слова, как «кара халык», который переводится «черный люд», «черный народ». Это в простонародье, в башкирских словах, в простонародье говорится о простом народе. Простой народ, черный люд, чернорабочие. Их называют кара халык. Это не только у башкир, это у многих тюркских народов такое словосочетание есть. За эти слова его посадили на 4 года общего режима, реального срока. 4 года. На него лично написал донос, заявление глава Республики Башкортостан Ради Хабиров за разжигание межнациональной розни. Когда народ Республики Башкортостан, башкиры в основном, вышли в поддержку Фаиля Алсынова, когда у него был суд, вышли в поддержку его, собрались возле здания суда, полиция начала их разгонять, начала избивать дубинками. Естественно, башкиры не стали терпеть, начали оказывать сопротивление, потому что, когда тебя просто бьют дубинками, ни за что, за то, что ты просто пришел к зданию суда, постоять мирно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статья 31, где говорится о том, что народ имеет право мирно собираться, без оружия, мирно. Народ пришел мирно, башкирский народ мирно пришел к зданию суда. Его начали избивать, его начали разгонять. Естественно, когда начали избивать уже женщин, матерей, которых там было много, мужчины начали оказывать сопротивление. Их впоследствии на них было заведено большое уголовное дело о массовых беспорядках. Более 80 человек посадили, приговорили к реальным срокам. Сейчас идут суды. Больше половины из этих 80 человек уже приговорили к реальным срокам от 3 до 8 лет лишения свободы. Многих избили в тех событиях. 2 человек убили в тех событиях. За что? Ни за что. Только за то, что они пришли поддержать своего земляка. Дальше. В феврале 2025 года 2 парня сожгли имперский флаг. Имперский флаг — это не государственный флаг. Это не государственная символика. Он не защищен никаким государственным законом. Это просто тряпка. Это просто флаг какой-то страны, которой давным-давно 100 лет уже как ее нету, этого государства, Российской империи. Их задержали и посадили. Завели уголовное дело. За что? Только за то, что они сожгли флаг? Точно так же можно сжечь флаг, допустим, ВДВ. Да, это нехорошо, но это не уголовное дело, и за это никто не будет сажать. Сожгите флаг Гринписа. Что вам будет? Ничего, никакого уголовного дела не будет. Максимум, может, тебя поругают, я не знаю, что сделают. Нарушение общественного порядка, штраф какой-нибудь дадут. Но точно не уголовное дело, потому что это не государственная символика. Точно так же и имперский флаг. Но ребят посадили, завели уголовное дело. И маленький такой случай, который тоже характеризует ситуацию в Республике Башкортостан и вообще в Российской Федерации. У нас известный башкирский блогер Ильсур Салихов тоже в начале 2025 года решил сделать эксперимент. Он подъехал со своим другом на машине к общепиту этому «Вкусная точка» и сделал заказ на башкирском языке. Все это снимали на видео. Хотели узнать, насколько в различных торговых сетях обслуживающий персонал владеет башкирским государственным языком на территории Республики Башкортостан. 2 чизбургер, 2 кола. И что?
9 или 1? Ике. Я вас не понимаю. По-русски можно, пожалуйста? Ике чизбургер. Ике чизбургер, ике кола. Ике кола. 0,5. 0,5. Все, никакого конфликта там не было. Никакого оскорбления там не было. Межнационального ничего подобного не было конфликта. Они выложили этот эксперимент свой в сети интернета. Что произошло потом? Его нашли полиция, привезли его на центральную площадь города Уфы и заставили оправдываться за свои поступки, за свои действия. Что якобы он просто снимал, не имея никакой политической подоплеки, это был просто развлекательный контент и так далее. Хочу высказаться касательно того видео, которое я выложил. В общем, решили провести такой эксперимент. Сейчас поедем в МАК. Это видео несет исключительно юмористический характер. И никакого политического контекста в этом нету. И ни я, ни один другой участник этого видео не относится ни к каким каналам и пабликам. Вот это ясные, яркие показатели того, что на самом деле происходит. Как ситуация может обернуться в одну и в другую сторону. В одном случае это наказание, посадки, убийство даже. В другом случае ничего, абсолютный ноль. Никакой реакции ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов, ничего абсолютно нету. Хотя общественность возмущена. Вот как в этом последнем событии с женщиной и ребенком. Когда я говорю об этом, меня называют радикалом. Ты, Габасов Руслан, радикал, ты провоцируешь межнациональную рознь, конфликты провоцируешь. Разве я провоцирую? Я лишь об этом говорю. И это же, еще раз говорю, это не единичный случай, это система уже, система. Вся страна стала вот фашистским государством, когда есть права только у одного, у русского народа. И нету никаких прав у других народов. Когда нас пытаются сделать так, чтобы мы все стали русскими. Идет прям идеологическая установка о том, что все другие народы это не просто народы, это субэтносы. Тут один только главный государствообразующий народ это русские, а все остальные это субэтносы. Не просто башкиры, татары, чеченцы, якуты, буряты, а это русские башкиры, русские татары, русские чеченцы, русские буряты, русские якуты и так далее. Понимаете, что из нас хотят сделать? И когда эти народы начинают возмущаться, пытаться защищаться, их тут же обвиняют в разжигании межнациональной розни, их сажают, их штрафуют и убивают, если что. То же самое. Русская община, пожалуйста, вот, были уже действия, когда она убивала людей. Подводя итог всему вышесказанному, я хочу сказать, что мы, башкиры, хотим, я вижу, что здесь вот единственный выход из всей этой ситуации, это то, что нам, башкирам, надо просто выйти из состава этой империи, этого фашистского государства и жить просто отдельно от всего этого вот сумасшествия. Живите, пожалуйста, без нас как хотите. На своих русских территориях там проводите русские марши, крестные ходы, проверяйте друг у друга паспорта, сколько влезет там по внешности и так далее. Что хотите и у себя там и делайте. Отстаньте, пожалуйста, от нас. Мы хотим жить свободно, как в демократическом государстве, развиваться свободно. Мы не собираемся устраивать в своей республике Башкортостан, в независимом Башкортостане, никакие межнациональные разборки, межнациональные конфликты, межнациональные войны. Ничего подобного мы не хотим. У нас все народы будут жить хорошо. Просто от нас отстаньте, дайте нам развиваться, жить свободно так, как мы хотим. Что хотите у себя там и делайте. Хоть русской общины просто все заполоните у себя там. Мы не хотим этого. Мы хотим жить спокойно и развиваться спокойно. Дайте нам жить свободно и спокойно. Оставьте нас. Мы хотим жить независимо. И мы будем жить независимо, потому что в этом государстве жить просто опасно. Просто опасно находиться, когда тебя оскорбляют, тебя унижают, тебе угрожают, тебя сажают, тебя убивают. Только потому, что ты башкир, только потому, что ты мусульманин. Мы так не хотим жить. И мы будем идти к независимости. Как бы то оно ни было.
и называют меня радикалом или экстремистом, и на меня сколько уголовных дел уже заведено, я все равно буду призывать к независимости, потому что я вижу, что моя республика, мой народ башкирский находится на сегодняшний момент в колонизированном положении. Он находится в фашистском государстве. И я не хочу, чтобы мой башкирский народ исчез, чтобы его ассимилировали, чтобы его уничтожили. Вполне возможно, если такая политика будет идти, просто уже будут скоро в концлагеря отправлять. Уже Мардан, известный вот этот вот пропагандист Мардан, призывает действовать так, как действует Китай по отношению к уйгурам, к тибетцам и так далее. Строить, видимо, строить лагеря и отправлять туда всех нерусских. Вот такую политику вести. Уже сейчас об этом открыто говорят. Я не хочу такой судьбы для своего народа. Я хочу, чтобы наш народ жил свободно, независимо. Как сегодня живут казахи, узбеки, кыргызы и так далее. Наши братья тюркские. Поэтому я буду призывать к независимости и буду просвещать свой народ и объяснять ему, что наше спасение только в независимости, только в независимом государстве, отдельном от России. На этом все. Хау булығыз, хурмәтле милләттәшләр, осрашырга тиклем.